Готов? Как весогонка? У тебя как? Легкая. Легкая. Здоровый. Сильный. Ты исхудал. Худее, чем я тебя помню. Послезавтра я буду большой. Что? Послезавтра ты будешь наполненный? Да нет, большим. Много не ешь, не надо. В воскресенье я заберу твое звание лучшего бойца в мире. Это моя мотивация. Я стану двойным чемпионом! Вперед, Австралия! Добро пожаловать всем! Спасибо большое за то, что пришли на пресс-конференцию UFC 284. Рядом со мной 6 одних из лучших спортсменов мира. И мы готовимся к настоящему супербою, который возглавит турнир UFC 284. Бой между двумя лучшими бойцами вне зависимости от весовых. Ислам Махачев и Александр Волконовский. У кого первый вопрос? Давай, мужик. Начну с чемпиона Алекса Волконовски. Давай обсудим эту публику. Как же я рад вернуться в Австралию, детка! Я это заслужил. Это заслужил я и другие бойцы Австралии. И фанаты заслужили получить турнир UFC дома. Не знаю, видел ты или нет, но вчера после твоего интервью, когда ты сказал, что хочешь сбить улыбку с его лица, Ислам написал у себя в Твиттере, что надеется, что ты будешь такой же дерзкий на пресс-конференции. И сейчас вы в паре метров друг от друга. Не понимаю его возмущения. Мы вроде собрались бить друг друга по лицу, а он сказал, что вырубит меня. Тоже значит и желание сбить ухмылку с его лица. Я войду в октагон, чтобы набить ему лицо, и уверен, что он хочет того же. Хотя, может быть, он хочет бороться, не знаю. Встречный вопрос Исламу. Как думаешь, Алекс сохранил такой же дерзкий настрой, сидя рядом? По-моему, сейчас он немного другой. Спасибо, спасибо. Ему придется сохранить этот настрой, это точно. Бой очень скоро. В прошлом бою ты был огромным фаворитом. Публика встречала тебя овациями, а тут встречают не так тепло. Что можешь сказать об этом? Ничего страшного, я приехал в Австралию ради этих людей. Это не важно. Когда клетка закроется, люди смогут только смотреть. Вы будете расстроены. Простите меня, простите. Алекс, у меня вопрос. Ты слышишь фанатов и наверняка ожидал, что они будут вести себя так. Хотя мне кажется, все намного круче, чем ожидалось. Как это повлияет на твой боевой настрой? Мужик, это потрясающе. Только глянь, даже на пресс-конференции нет свободного места. Одни из самых лучших фанатов — это австралийцы, и я их не разочарую. Это точно зарядит меня энергетикой в бою. Двойной чемпион, погнали! Ислам, многие из нас понимают, какое значение будет иметь победа Алекса. Ты знаешь, насколько ты хороший боец, но если он побьет тебя, то может ли он считаться величайшим бойцом в истории? Это невозможно, потому что я чемпион, и мы деремся в моей весовой. Это не его территория, другая сила, другая весовая. Я побью его. Легко. Ислам, у меня вопрос к тебе. На этой неделе тренер Алекса сказал, что ты очень боишься скручивания пятки, потому что это редко встречается в самбо. Что можешь ответить? Это не то же самое. Он позвал каких-то парней из джиу-джитсу, но это не то же самое. Мы не соревнуемся в джиу-джитсу. Я окажу на него давление ММА. На земле. Он думает, Грег Джонсон, что я не смогу контролировать его в партере, но это не джиу-джитсу. Мой вопрос к великому Александру Волконовски. Сегодня на австралийском радио была дискуссия на тему того, что ты можешь быть величайшим спортсменом Австралии. Многие считают такой Кэти Фриман на Олимпиаде в Сиднее. Но мне кажется, что победа над Исламом станет величайшим достижением в спортивной истории Австралии. Ты понимаешь, насколько это важное событие не для тебя, но и для истории спорта Австралии?
Ну, знаешь, я не в том положении, чтобы называть кого-то лучшим в истории. Ну, мы-то можем. Спасибо за это. Но это точно большой бой. Я говорил об этом с самого начала. Это проверка. Я поднимаюсь выше. Есть нарратив, который он толкает о том, что в Австралии нет борьбы. О том, что я не справлюсь с его силой. К тому же я андердог. Но знаете что? Я обожаю развеивать сомнения людей и собираюсь это сделать в воскресенье. Стану двойным чемпионом, соберу пояса. Я уважаю Ислама, так что забрать его пояс — это великое событие, так что, надеюсь, люди понимают, что я делаю, я не могу дождаться, когда сделаю это. У меня вопрос к Алексу Волконовски. Ислам говорил о том, что ты делаешь то же самое, что и Оливейра. Он позвал борца из Ирана, который заставил его поверить в то, что он может сделать, что не поможет ему в бою. Мне интересно, что сделал ты на подготовке, в отличие от Оливейры и других соперников Ислама? Мужик, только Бог знает, что они делали. Не мне судить, но я знаю, что я делаю. Все, что мне нужно. На тренировках я боролся и проводил спарринги не просто так, для галочки. Спецификация, детализация, мы изучили его. Повторюсь, надо уважать соперника, чтобы знать, в чем он правда хорош. И, видимо, он не уважает меня, если думает, что легко победит. Надеюсь, он изучал мои бои. Как я его. Потому что это необходимо, ведь это бой двух лучших. Я докажу, что я лучший, и покажу, почему я достоин звания лучшего вне весовых. Ислам, ты уважаешь Алекса как соперника? Конечно, уважаю. Он номер один вне весовых, но... Многие люди говорят... Сейчас Ислам лучший боец в мире, и завтра, в воскресенье утром, я покажу, почему они так считают. И мой последний вопрос. Вчера Алекс сказал, что твоя попытка вырубить его — это ненужный риск. Мне интересно, с твоей точки зрения, зачем идти на такой риск, если такой великий боец, как Камару Усман, пошел на него, и это не сработало? Такая уж у меня цель. Алекс хороший ударник, поэтому я хочу нокаутировать его и забрать звание лучшего бойца вне зависимости от весовых. Ислам, Алекс только что сказал, что ты считаешь его легким соперником. И мне интересно, на какое место можешь поставить его в сравнении с предыдущими соперниками? Можешь повторить вопрос? Как хорош Алекс в сравнении с предыдущими соперниками? Алекс силен, он силен во всем, но... Я другой. У меня другой стиль. Я не такой, как его бывшие соперники, не как, например, зомби. Я не буду ломиться вперед, как безумец. Или как Холлоуэй, который шел за ним. У меня другой план. А я всегда следую плану. И всегда финиширую соперников. Алекс, во вчерашней переписке ты говорил о возможности становления двойным чемпионом, а затем и тройным. Я понимаю, что ты не списываешь Ислама, но для фанатов, которые тут, ты правда собираешься пойти на это? Заберешь третий пояс в Австралию? Да нет же, я в первую очередь говорил о том, что у меня бой в воскресенье. Конечно, я не списываю Ислама. Но я люблю испытывать себя, люблю быть в таком положении и считаю, что все люди должны так делать. Если добился в чем-то успеха, то проверь себя еще выше, поверьте. Я в 2 раза лучше, чем был до начала этой подготовки, потому что меня ждет новое испытание. Я не боюсь испытаний и знаю, что могу преодолеть обстоятельства. Знаю, что так стану лучше. Это то, что запомнят люди. Эти моменты. Многие говорят, что я псих, если согласился выйти на бой с Исламом. Для меня это мышление слабака. Ты должен испытывать себя, выходить из зоны комфорта. Не надо думать, а что, если не получится? А что, если получится? В воскресенье так и будет. Буду двойным чемпионом. Вопрос к Александру Великому Волконовски. Ислам в своем интервью сказал, что планирует нокаутировать тебя. И о том, что не собирается бороться с тобой. Ты веришь в то, что он не собирается бороться? Ну, слушай, Ислам невероятный боец, он забрался так высоко, потому что расчетлив. Это бой по ММА, и он не идет на риски. Мы знаем, в чем он силен, что будет делать и как его остановить. Так что думаю, что он попытается меня перевести. Но это будет непросто. Так что в стойке ему тоже придется драться.
В то же время он всесторонне развитый боец, будет проходить, и он хорошо это делает. Поэтому я должен быть готов ко всему. Я буду драться с соперником и делать то, что должен. Но хочу сказать еще вот о чем. Я вижу, как многие освистывают Ислама. И, наверное, это неправильно, ведь никто не хочет видеть нас в своей стране. Поэтому меня тоже освистывали, и тогда я сказал, глядя в камеру, я слышу своих людей дома, и в воскресенье я буду смотреть не в камеру, я буду смотреть на всех вас. Спасибо вам большое! Всем привет! У меня вопрос к Алексу Волконовски. Простите за плохой английский. Как-то жиденько у вас получилось. Давай попробуем еще раз. Прости, мужик. Если ислам будет проводить болевой на руку или удушение, и у тебя не будет шанса выбраться, ты предпочтешь уснуть или дать ему сломать твою руку? Или сдашься? Толпа хочет разорвать этого россиянина, но он молодец, хорошо на меня наехал. Давай отвечу тебе так. Говоришь о том, что мне может угрожать сабмишн. Одни из лучших грэпплеров мира загоняли меня в такие ситуации 16 недель подряд. Они были больше и сильнее ислама. И они — это одни из лучших мастеров сабмишнов и грэпплеров мира. Думать, что я буду к этому не готов, это глупо. Так что я не сдамся, я не усну, я выберусь и буду его бить. Вот и все. Теперь вопрос на русском Исламу Махачеву. Ислам, ты очень мало пропускаешь ударов. Честно, я даже не вспомнил, когда в последний раз видел сечку у тебя. И тем не менее, когда ты в последний раз видел свою кровь? И вообще, как часто у тебя бывают сечки в тренировках и так далее? Ну, я не помню, буду краток, не помню. Только вот на руке болячку. А на лице вообще такого не бывает? Давно очень не помню. У меня вопрос к исламу. Насколько важны этот или несколько следующих боев для того, чтобы ты смог выбраться из тени Хабиба? Я не думаю о таком. Мечта каждого бойца — это стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых. Я думаю только об этом, и я это сделаю. И мой последний вопрос, Волк. Я хотел бы задать вопрос ото всех, и чтобы ты ответил перед всеми. Когда карьера бойца будет позади, как бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? Мне уже не один раз задавали подобный вопрос, и в целом я уже Александр Великий, но хочу стать одним из величайших. Но это не все. Я рад тому, какой путь мне пришлось пройти. Мне не пришлось изображать из себя кого-то. Я остался собой и получил уважение людей. Это заслуженно. Это то, чем я горжусь. Много таких же бойцов, много людей, которые не меняются в процессе. Надеюсь, люди поймут, что можно оставаться собой и забраться на вершину, стать лучшим бойцом мира и слышать, как за тебя болеет толпа. Ислам, у меня один вопрос к тебе. Как думаешь, сколько дней будут праздновать твою победу в Дагестане? Дагестан? Сейчас ММА. Это важный спорт для людей Дагестана и России, так что праздновать будут много дней. Это точно. Ждем тебя с поясом. Спасибо, спасибо. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за ваше присутствие. Не забывайте, что завтра тут же пройдет взвешивание. Ozzy! Ozzy! Ozzy, Ozzy, Ozzy! А теперь давайте уберем эти гребаные столы и, наконец, проведем битву взглядов. Спасибо, что пришли! Готов? Как весогонка? У тебя как? Легкая? Легкая. Здоровый. Сильный. Ты исхудал, худее, чем я тебя помню. Послезавтра я буду большой. Что? Послезавтра ты будешь наполненный? Да нет, большим.
Много не ешь, не надо. В воскресенье я заберу твое звание лучшего бойца в мире. Это моя мотивация. Я стану двойным чемпионом! Вперед, Австралия!